Күндүз хасерен уақыттақтары дарабылырын. Вот и прошли выборы в Государственную Думу. В этих выборах победил народ Якутии. Мои дорогие якутяне, я горжусь тем, что я с вами в одном ряду, и я горжусь каждым из вас, кто явился на выборы и выполнил свой гражданский долг. Явка составила 51,23%, это 337 758 человек. Получается, каждый второй взрослый в Якутии, которого вы встретите, сходил на выборы наравне с вами. За кого бы он ни проголосовал, он сделал вклад в будущее своей республики и своей страны. Теперь никто и никогда не скажет, что мы ничего не решаем, что выборы уже куплены, что голосование – это обман. Нет, мы и есть власть, и только мы решаем, как будет устроена политика на нашей родной земле. Я благодарен не только избирателям, но и работникам избирательных участков, которые честно выполнили свои ответственные обязательства. Я хочу выразить благодарность наблюдателям, кто стойко следил и защищал голоса избирателей. Отдельно моя благодарность тем, кто под давлением своего начальства, кого силком притащили на участки, за кем следили, кого принуждали перекрепить свои участки, все равно сделал выбор не в пользу Единой России. Не побоялся, не испугался, а смело сделал свой личный выбор. Спасибо моим дорогим подписчикам, которые распространяли информацию, а также поддержали WhatsApp рассылку. Всем вам шлю сердечки. Мы, якутяне, совершили исторический момент. Через 20-30 лет это будет изучаться на уроках истории нашими внуками, и мы по-настоящему с гордо поднятой головой сможем сказать нашим потомкам, глядя прямо в глаза, что да, тогда, в 2021 году, с 17 по 19 сентября, мы вместе сделали первый большой шаг на пути светлого будущего нашего народа. Мы больше не будем прежними. Мы, увидев и почувствовав вкус победы, теперь всегда будем ходить на любые выборы. Я надеюсь. Теперь это должно стать частью нашей жизни. Мы создали прецедент. И для развития гражданского общества это самое главное событие. Кроме побед будут и поражения. Морально будьте готовы к этому тоже, потому что будут разные кандидаты, разные партии, но у нас уже есть понятие о важности явки и голосования. А что дальше? Спросите вы. Спокойно живем дальше, как и жили, но теперь уже будем следить за нашими политиками внимательнее. На самом деле выборы в Госдуму это была большая репетиция на выборы главы Якутии и выборы в Илтумен, наш парламент. Выборы в Госдуму были очень важными, но выборы главы и Илтумен еще важнее. А перед этим будут выборы глав регионов и наслегов. Тоже важный момент. Сейчас позиция Единой России крайне слабая, а якутское отделение Единой России сейчас это в целом токсичная фракция, из которой уже бегут люди. Например, насколько я слышал, часть единороссов в Нюрбинском улусе перешла в КПРФ. Вообще, что мы конкретно сделали? Во-первых, мы внесли серьезный дисбаланс в политические силы Якутии. Мы создали конкуренцию. Мы выбрали и сделали Петра Аммосова депутатом от Якутии. Теперь он наш народный избранник. Он обязан нас защищать, представлять наши интересы и голосовать за нужные для нас законы. Там, в Москве. А также, если у него будут идеи или с кем-то скооперировавшись, он может инициировать законопроекты. А также у него депутатская неприкосновенность. Он может посещать без предварительного согласования заключенных, а также имеет право на первоочередной прием. Вы должны понять главное. Депутат – это одно из самых достойных и благородных должностей, наравне с учителем или врачом. То есть человек берет на себя ответственность защищать своих избирателей. На данный момент это абсолютно специально сделали такой образ, что депутат – это не самый лучший, а самый худший представитель своего народа. Образ депутата извратили, исковеркали и унизили нарочно, чтобы вы испытывали отвращение. И всякие гороховые шуты по типу депутатов Жириновского или Милонова – это только артисты. У Петра Аммосова, у Сардана Евксентьевой, у Федота Тумусова и Юрия Григорьева есть уникальный шанс встать на сторону своего народа. Надеюсь, они наконец-то позаботятся о Якутии. Мы должны понимать, что победа КПРФ и Аммосова – это форма протеста. По большей части это не совсем конструктивный выбор, а крик о помощи. Якутия хочет жить без лесных пожаров, с хорошими дорогами, современным образованием, медициной, со стабильной экономикой и перспективой на будущее. И самое главное, Якутия хочет, чтобы ее услышали.
Но что делает власть? Обзывает свою Якутию украинским ботом, говорит, что она пишет херню и так далее, не говоря уже о коррупции и глупости разных форм по типу кумовства, попытки передачи лесных отношений и строительства объектов без особой надобности. Данный выбор коренным образом не изменит общую политическую повестку на данный момент, а те, кто утверждает, что выбирая КПРФ мы вернем ГУЛАГ и репрессии, полностью не понимают, что такое современные российские партии. На данный момент партии в России это не борьба идеологий, это просто форма объединения, по большей части для лоббирования интересов правящей власти. Даже если бы КПРФ вдруг взял 60% от Госдумы, Россия бы никогда не пошла по пути возврата к СССР, потому что это нереально. Опять же, этот 8-й созыв в Госдуму будет последним, вот в такой конфигурации. 9-й созыв через 5 лет будет качественно другой созыв. Грядут в целом неизбежные крупные перемены. Почему? Потому что налицо и сильное противостояние с фальсификациями на выборах, рост иных политических сил, опять же банально возраст политических деятелей, ухудшение качества жизни у народа, подорожание, усталость от всего этого. Уже по всей России аполитичность снижается, особенно на Дальнем Востоке. И в этой новой политизации общества хотелось бы сохранить моральные и нравственные принципы, чтобы мы в погоне за победой на выборах сохраняли благородство. К примеру, несмотря на конкуренцию, партии, представляющие КПРФ, Яблоко, Справедливую Россию и другие, именно в Якутии, они максимально постарались защитить голоса избирателей. Были, конечно, неприятные моменты, но все же именно Единая Россия использовала по максимуму свой административный ресурс и нечестные низкие способы достижения цели. Было пару новостей, что прозрачность и чистоту выборов якобы обеспечили сами власти. Безусловно, это вранье, прозрачность обеспечил сам народ. Просто у Единой России и Айсена Николаева настолько низкий рейтинг, что их попросту опрокинули. Это наглядно видно из результатов голосования. Как видите, там, где было голосование за Единую Россию, они набрали 33% по Якутии, а за единоросса Черкашина 20%. Значит, они не успели дать установку, что надо было топить еще и за Черкашина, потому что, скорее всего, прежде победа по одномандатному округу должна была перейти Тумусову. А зная, что Единой России дали голоса люди под давлением, а также то, что говорят были и вбросы, то делаем вывод, что у них популярность еще гораздо ниже, чем мы думаем. К концу лета я непосредственно окунулся в политику. И вот вынырнул и хочу поделиться впечатлениями. Что такое политика? Политика – это война, борьба. А выборы – его активная фаза. Хорошее такое поле брани, где вместо твоей жизни твоя репутация, где вместо шпаги твое слово. И если хотите услышать о себе грязную ложь и увидеть, как люди могут генерировать такую информацию, добро пожаловать в политику. Но если ты держишься своих принципов, тебе нечего скрывать, и ты не изменяешь ни себе, ни другим, и при этом остаешься еще и благородным, и в целом, если ты умеешь достойно держать удар, то тебе выразит уважение. Я не взял ни копейки ни у кого и не собирался, всем говорил о своей позиции сразу и открыто, поэтому вот так. Я остался верен себе, родным, близким и вам, дорогие подписчики. Мне было очень интересно наблюдать за всеми процессами, происходящими в баталиях политических сил, и самому участвовать в этом, и это дало мне бесценный опыт. Я видел людей, готовых идти на компромисс, проходящие по острию ножа, и рискующие при этом в любой момент оступиться. Я их не особо осуждаю, но буду держаться своих ценностей. Самое удивительное, что люди даже с никакой репутацией остаются на плаву. Вот так, пространно, я вам кратко расскажу о впечатлениях. Потому что конкретных выводов о людях я делать пока не хочу. Поживем, увидим. Что еще? В процессе выборов якутяне создали новые политические силы. Например, это наш Анатолий Наговицын. Все, что я рассказывал о нем, все так и есть. И впереди у него большое политическое будущее. Будем за ним следить. Помимо этого появился Василий Николаев. И в целом партия «Новые люди». Россия, к сожалению, проглотила наживку под названием «Новые люди». Никаких особых надежд к этой партии не испытываю. Я уже подробно говорил об этой партии и своем отношении к Сардане Авксентьевой. Никаких скидок лично к ней я делать не собираюсь. Однако теперь она уже депутат Госдумы, поэтому придется считаться с ее присутствием на политической арене.
Василий Николаев пока что никак себя не проявил, поэтому я хочу дать ему шанс. Тоже будем за ним следить. Федоров и Обидин сейчас у руля «Справедливой России». Будем посмотреть, что из этого выйдет. Честно скажу, пусть на виду будут лучше они, хотя я и понимаю, что коренные справедливоросы – это абсолютно провластные люди. Если они и конкурируют здесь, в Якутии, то нитки все равно тянутся к одному кукловоду в Кремле. Но так почти везде, в партиях по большому счету. Также обратите внимание на Александра Иванова и Афанасия Алексеева, японца. На данном этапе они наиболее уязвимые фигуры в оппозиции, поэтому я прошу, не теряйте их из виду. В Ютубе есть документальный фильм «Биография об Афанасии», называется «Тостума». Посмотрите обязательно, если хотите узнать больше об Алексееве. Я этим летом познакомился с ним лично, и это реально такой человек, какой и есть. Деловой, сильный и храбрый. Также и мэр Нюрбы Александр Иванов. Тоже очень интересный человек и хороший управленец. На этих двоих обиженная власть особенно держит зуб. Хочу рассказать о КПРФ. У КПРФ на самом деле очень сильный потенциал, очень мощный. Но вся проблема в том, что несмотря на наличие хороших ребят в команде, есть очень хорошие ребята, КПРФ переживает тяжелый период стагнации. Эта партия не развивается и не собирается развиваться, вот что страшно. КПРФ, вам нужны серьезнейшие кадровые перемены. Иначе вы сгниете заживо. В целом, советую стараться судить сначала о личности человека, а уже потом из какой он партии. Ну и пару слов о блогерах, об Алене Алексеевой и Александре Копцевой. Им я стал доверять еще больше. Я очень рад, что мы с вами были в одном ряду. Есть еще один перспективный деятель, Ян Сидоров. Я рад знакомству с тобой, Ян, ты крутой. ЕКТ Паблик поддержал в итоге КПРФ, это здорово. Паблик «Ты красава». По одномандатке поддержал умное голосование, но кто знал, что якутяне сделают свой выбор? Никто не знал, ничего страшного. Кстати, умное голосование неверно выбрало кандидата, из-за этого мы чуть не проиграли. Поэтому в будущем я лично не буду на него ориентироваться. Но в Москве, например, это прекрасный инструмент. Только электронным голосованием власти подло его перебили. И в целом у нас теперь новый враг – электронное голосование. Будем с ним бороться. Также очень важно нам сохранить наш ил-тумен. В ближайшее время наш парламент будут пытаться сократить. Мы обязаны встать на его защиту. Кстати, я обязан похудеть. Вы выбрали это, когда я спросил вас, как мне отблагодарить победу КПРФ или Наговицына в сторизе инсты. Это будет тяжело, но давайте поставим задачу похудеть на 10 килограмм до 31 декабря. Чем дальше займусь я? Но я пока что вступать в партии не собираюсь. Может быть, войду в какое-нибудь объединение, посмотрим. А так хотел делать то, что и планировал изначально. Развивать гражданственность общества. Буду снимать видео про то, как работает власть, историю Якутии, буду заниматься публицистикой и все в этом духе. У меня есть много планов, которые я собираюсь реализовать, и мне нужна ваша поддержка. Напомню, что по ссылке в шапке профиля в Инстаграме, а также в описании под видео в Ютубе вы можете поддержать меня разовым донатом, а также я открыл страницу на Патреоне, где вы можете стать спонсором канала на постоянной основе и получать при этом приятные бонусы. Заранее благодарю. Ча!